Лучшими болевыми и удушающими приемами из своего арсенала с чеченскими бойцами делится обладатель черного пояса Артур Эстрезулас. Бразилец выступает и по ММА, на счету уже 7 побед и совмещает тренировки с тренерской деятельностью. Бразильский мастер оценил подготовку местных спортсменов и похвалил условия, в которых занимаются чеченские бойцы. Очень доволен ребятами не только к предстоящему турниру, но уже даже сегодня эти бойцы в отличной форме. И не только физически, у ваших спортсменов хороший боевой дух, что более важно. ММА непредсказуемый спорт, может случиться все. Но потому, что я здесь увидел, эти ребята готовы победить в грозной битве. Сильные, серьезные, мотивированные бойцы. Участники грозной битвы 13 в сутки проводят 2 полноценные тренировки. Почти каждый день с ребятами в зале бывает и глава Чечни. Рамзан Кадыров сам выходит на ковер и лично проверяет подготовку спортсменов, дает советы и уделяет персональное внимание каждому бойцу. Заодно следит и за своей физической формой. Он высокий, хороший, поэтому ты должен бороться. Не жалей его. Не жалей его, подставляешь нас. В рамках 13-й грозной битвы в столичном Колизее пройдут 10 поединков, из них 3 боя зрителям представят в формате К1. Главное событие вечера – противостояние Забита Самедова и Пола Славински. В поединке с поляком боец клуба «Ахмат» может взять реванш за поражение 8-летней давности. На данный момент наши бойцы проходят сбор, приехали тренера из Дагестана, там, из Москвы, с Ростова ребята, с Сибири. Есть из Бразилии, с Америки приехали тренера, работаем. Посещает глава нашей республики, помогает ребятам, подсказывает. Огромное спасибо ему за то внимание, которое он уделяет. Грозная битва 13 пройдет 26 декабря, однако до нее в Казахстане состоится 12-я серия битвы. И впервые турнир пройдет в формате Гран-при. Спортсмены оспорят первый пояс Лиги Ахмат. В основном за него поборются бойцы казахстанского филиала чеченского клуба. Хамзат Аюбов, Расул Арцухаев, Булат Баканаев, Абубакар Абазов. Новости.